Добрый день, уважаемые зрители, с вами Международный деловой совет. Кыргызская республика уже в течение 2 лет является полноправным членом ЕАЭС. И вот как раз 12 августа закончился, скажем так, адаптационный период и вступили в силу 18 технических регламентов. Сегодня с нашими коллегами из Министерства экономики и Ассоциации таможенных брокеров Кыргызской республики мы обсудим тему технические регламенты, перспективы и сложности для бизнеса. Здравствуйте, уважаемые коллеги, спасибо, что вы сегодня с нами. Здравствуйте. Султан Мухаммадович, первый вопрос к вам, как представителю Министерства экономики, профильного государственного органа, который как раз таки занимается этим вопросом. И я, как представитель Международного делового совета, могу вам сказать, что за вот эти 2 года, что Кыргызстан является полноправным участником ЕС, мы также вносили свои изменения или предложения, к, скажем так, техническим регламентам, которые были на общественных обсуждениях. И вам сразу могу сказать, что это достаточно такая скрупулезная и сложная работа была. Вот. Но на сегодняшний день получается так, что зрители наши, они не до конца понимают, что является техническими регламентами. То есть в целом мы понимаем, что это некие стандарты, которых должны придерживаться производители, допустим, товаров и услуг. Да? Это касается не только пищевой продукции. Вот. Поэтому первый вопрос у меня такой: вы не могли бы более обширно и детально рассказать, что такое техническое регулирование, что такое технические регламенты, что это и, грубо говоря, с чем их едят? Еще раз доброе утро. Я очень рад, что идут постоянные обсуждения этого вопроса, что такое техническое регулирование. Я простыми словами расскажу, что такое техническое регулирование, что такое технический регламент. Техническое регулирование — это правовые отношения в области продукции, для которой установлены требования, то есть обязательные требования. Технические регламенты — это как раз таки те самые требования, прописанные к той или иной продукции. То есть мы должны понимать, что технические регламенты они направлены на что? В первую очередь это на безопасность жизни людей, животных, растительного производства, то есть все, что связано с жизнью людей, а также для предотвращения ввода в заблуждение потребителей, а также такое очень важное направление — это энергоэффективность. И вот эта сфера, она регулируется как раз таки техническими регламентами. Технические регламенты, если простым языком сказать, это минимальные требования к безопасности продукции, то есть к ее процессу производства, хранению, перевозке, реализации. То есть все эти требования прописаны в технических регламентах. И очень много мнений о том, что есть стандарты, есть технические регламенты. Это практически одно целое. То есть технические регламенты прописывают сам процесс, как он должен происходить, какие требования по безопасности, и включается перечень стандартов, то есть как международных, так межгосударственных, так и национальных. И это связано с тем, что стандарты, они являются добровольными в части выбора. То есть производитель, он говорит: я буду работать по тому или иному стандарту, здесь никаких запретов нет. Но выбрав тот или иной стандарт, он должен строго следовать требованиям этого стандарта. То есть здесь мы должны понимать, что дается право выбора. Если ранее, вы знаете, были санитарные нормы, правила, то есть, которые регулировались, то есть были установлены какие-то требования и опять же регулировались государственным органом. Теперь ты сам вправе выбрать, по какой системе будешь работать, и, соответственно, сам доказываешь о том, что моя продукция безопасна. Вот это очень важная составляющая о том, что пошло, с одной стороны, упрощение для бизнеса. То есть на той нагрузке, которая была раньше, что каждый процесс подвергался надзору со стороны государства, то теперь весь процесс контролируется исключительно самим предпринимателем, или производителем, в зависимости от бизнеса. Султан Мухаммадович, я вот хотел буквально одно уточнение у вас получить. Кыргызстан
является суверенным государством. Естественно, у нас стандарты при производстве товаров и услуг, они уже существовали и до вступления ЕС, правильно? Да. Но когда мы смотрим нашу историю независимости, к сожалению, мы констатируем тот факт, что вот те стандарты, которые существовали при производстве, к сожалению, это является растраченным, скажем так, растраченными стандартами еще советской эпохи. А все мы знаем, что при Советском Союзе достаточно жесткие требования предъявлялись, да, к производству товаров, услуг и так далее. Вот в чем разительная разница тех стандартов, которые существовали до вступления в Союз и после вступления? То есть вкратце можно будет как-то тезисно сказать? Да, конечно. Тоже очень хороший вопрос. Дело в том, что мы, когда говорим о Советском Союзе, мы говорим, это, ну, условно говоря, это прошлый век. На самом деле это фигурально, мы в прямом смысле, это был 20 век. Сегодня уже 21 век, технологии изменились. То есть, соответственно, те требования, которые предъявлялись к продукции в то время, они были актуальными. В настоящее время с ростом научно-технического прогресса возникли необходимость новых требований, то есть к продукции. И есть, скажем, ну, та продукция, которая уже в ходе производства, к ней предъявляются определенные требования и определенная методология. И вот эту методологию уже применяется. И был хороший вопрос относительно национальных стандартов. Это очень важная составляющая того, что наши компании обращаются в Центр по стандартизации метрологии и говорят, вот для нашего производства необходим вот такой стандарт. И такой стандарт предприятия принимается. То есть здесь факт того, что государство открыто к диалогу и выслушивает бизнес в той части, когда им необходима поддержка и принятие каких-то нормативных актов. Спасибо. Иван Дмитриевич, вы как представитель бизнеса, наверное, уже можете по прошествии 2 лет примерно оценить, да, как воспринял бизнес или готов бизнес к соблюдению требований в рамках вот этих технических регламентов. И вот бытует такое мнение, что наши экспортеры в Кыргызстане, да, они уже давным-давно придерживаются вот таких жестких требований в рамках технических регламентов. И у нас возникает вопрос, что часто бывают сводки в средствах массовой информации о том, что энное количество сельхозпродукции вернули, и другие различные проблемы. Как вот эти вещи согласуются? То есть на самом деле готов бизнес или не готов? Добрый день, во-первых, нашей аудитории, которая нас слушает. Я думаю, что что-то они подчеркнут сегодня полезное из нашего диалога. Но конкретно сначала по тому, что выступал представитель Министерства экономики. Действительно, сказать однозначно готов, не готов нельзя. Потому что в определенных местах, в определенных производствах, в определенных конкретных компаниях кто-то подготовился на 5 с плюсом, а кто-то узнал об этом, когда начал загружать первую партию. Ну, такая действительность. Это очень обидно, потому что, в принципе, много было проведено работы по разъяснению, по информированию участников внешнеэкономической деятельности. Но наш менталитет Кыргызстана внес свои определенные лепты, но мы ничего не потеряли. То есть присоединение, которое случилось 12 августа 2005 года, оно дало положительный результат. Сейчас мы видим его, этот положительный результат. Ну в каком плане? То есть, как вы правильно сказали, вот я технические регламенты, которые я сейчас выписал, их на сегодняшний момент 34 введенные в действие, первый регламент с 15 февраля 2012 года. То есть, если кыргызские экспортеры планировали поставку товара на территории тогда еще Таможенного союза, значит, они должны были руководствоваться этими техническими регламентами сами, вне зависимости от того, кто им подскажет, правительство, Министерство экономики или бизнес-сообщество подскажет. Они, перемещая товары на территорию Евразийского Таможенного союза, они уже пользовались этим. Ну вот далеко ходить не буду, пример есть. У нас есть Куликовский торт.
Это предприятие такое серьезное, даже в какой-то степени бюджетообразующее для Кыргызской республики. Они самостоятельно получили многие, оформили стандарты, я пока еще не буду говорить какие. То есть они определили те стандарты, по которым работали уже внутри таможенного союза и экспортировали нашу продукцию, давая тем самым возможность, как сказать, зарабатывать деньги, получать налоги, развиваться предприятию. Другие в это время ждали, когда будет политическое решение. Вы знаете, что оно практически с 2013 года мы планировали вступить, потом откладывали, потом проводили определенные процедуры, которые требовалось, но в конечном счете мы вступили. И это стимул для того, чтобы в связи с тем, что все-таки экономика Кыргызстана импорта направленная, что отличается от экономики России, Белоруссии, Казахстана. Ну, Армению трогать не будем, там немножко тоже такой сложный сегодня еще пока процесс становления. Но в целом, как сказать, у нас экспорт не был решающей отраслью, то есть мы только планировали всегда. Ну и отдельные предприятия, конечно, самостоятельно этим занимались. Теперь у нас появилась возможность все-таки экспортировать без таможни, подчеркиваю, то есть на территорию Евразийского союза, или как раньше его называли таможенный союз, сейчас необходимости в таможенном оформлении нету. Поэтому любой предприниматель, заключив договор, выполнив определенные условия, может направлять товар. И то, что раньше была для нас проблема, это оплата таможенных пошлин, оплата, как сказать, других налогов, декларирование, много барьеров, они сняты. Но остался вот этот барьер, который действительно, в принципе, он барьер в любом случае. Но не такой уж барьер, который нельзя преодолеть. То есть, зная требования, то, что сегодня было сказано представителем министерства, любая компания может осуществить перемещение товаров, соблюдая эти требования. Иван Дмитриевич, вот, кстати, спасибо за такой подробный ответ. Единственное, хотелось бы довести до сведения зрителей, чем определяется, да, вот, критерий достижения конкретной компании, которая производит товар, да, соответствие вот этим техническим регламентам. То есть, что должен показать представитель компании для того, чтобы, условно говоря, органы государственного управления или потенциальный потребитель данного товара, он понял, что да, вот его продукция действительно соответствует техническим регламентам, которые регулируют производство его товаров. Еще раз хотел сказать, что Султан Маматович очень четко сказал, что сегодня государство ушло от тотального регулирования и дало возможность предпринимателям, производителям самим определять те возможности, которые у них есть, а техрегламенты, они прописаны четко на сайте Евразийской экономической комиссии. То есть там есть все техрегламенты, все составляющие, по которым надо работать. Естественно, там должен быть технолог, потому что это все-таки специфическая терминология, и ее надо не только, как сказать, знать, ее надо еще соблюдать. Потому что, заявив о себе, что мы придерживаемся того техрегламента, вы как раз подпадаете под контроль, который соответствует не только нашему национальному законодательству, но и законодательству ЕС. Потому что сегодня, 2 года, с 12 февраля или 12 августа, там разные сроки окончания вступления тех регламентов для Кыргызской республики. И вот я хотел бы очень четко тут сказать, что раньше мы на время переходного периода имели возможность для внутреннего рынка пользоваться ранее действующими техрегламентами и ГОСТами, которые были предусмотрены кыргызским национальным законодательством. Сейчас, в принципе, 2 года это очень достаточно большой срок для тех, кто занимается этим производством. Для тех, кто начинает производство, им еще легче, потому что когда кто-то начинает, он сразу работает на тех, как сказать, законодательных актах, на тех нормах, которые предусмотрены. Те, кто ранее был, они перепрофилировались. Я надеюсь, те, кто серьезно планировал заняться, они, в принципе, нашли, как сказать, возможности и подстроились под эти техрегламенты. Спасибо. Других нет вариантов. Я хотел бы добавить, Иван Дмитриевич, вы очень правильные вещи много назвали, сказали. В части вот
вы задали такой действительно вопрос, что есть информация о том, что возвращается продукция. Но при более тщательном рассмотрении эта продукция возвращается. Почему? Потому что у них нет сопроводительных документов. Вопрос в том, что когда мы говорим о белом бизнесе, которые работают в белую, соблюдают все требования, у них проблем таких не возникает. А вот те, которые мы повезем на бум, мы знаем, как, кому дать денег, их продукция возвращается. Потому что вот если посмотрите на сайте даже Россельхознадзора, там пишется, возвращена такая-то партия, это столько тонн, ввиду отсутствия там, того или иного сертификата или других сопроводительных документов. То есть мы должны дать четкий сигнал бизнесу, что уже не будут относиться как ранее к тому, что пропускать товар без документации, то есть без подтверждения соответствия. Потому что каждое государство должно обеспечить своих граждан безопасной продукцией. А когда эта продукция не обеспечена никакими документами, то, соответственно, такой результат. И относительно переходного периода. То, что 2 года, это был общий период вступления в силу. Для тех регламентов, которые вступили для каждого персонально, с да. 12 августа, та продукция, которая раньше не подвергалась оценке соответствия, ни по национальному законодательству, ни по кому, они еще имеют 1 год выпускать, то есть то производство, до 12 августа 2017 года. У нас есть еще переходный период. И для продукции, которая подвергалась оценке соответствия по национальному законодательству, та продукция до истечения срока действия оценки соответствия, там, сертификата или декларации, но не позднее 12 августа 2019 года. То есть я хочу сказать, что у нас есть еще переходные периоды, а те предприятия, которые, как Иван Дмитриевич правильно сказал, те работали. Вот у нас в прошлом году в реестре предприятий, которые могут ввозить продукцию, было 18-19 предприятий, то за полгода 2016 года у нас, то есть 2017 года, за полгода 2017 года, это количество предприятий увеличилось до 28. То есть налицо та тенденция, что те, которые хотят расширять свои рынки, они это делают. Слава Матович, спасибо. Но все-таки я хотел бы понять, да, наша передача, она существует не для людей, которые компетентны в этом вопросе в целом, Согласен. а больше для обывателя, для простого зрителя. Да, конечно. Когда мы составляем повестку или концепцию данной передачи, мы обязательно основываемся на тех вопросах, которые поступают со стороны зрителей. В этой связи очень много вопросов пришло от телезрителей именно в части недопонимания, да, разности существования сертификатов качества, ХАС, ИСО, технических регламентов. То есть как согласуются эти вещи. Вот поэтому здесь очень важно как бы разделить, скажем так, по полочкам, да, расставить по полочкам, что значит ХАС, что значит ИСО, что значит техническое регулирование и так далее. Я хотел бы еще раз поблагодарить за то, что вы организуете такую передачу именно для той целевой аудитории, которая волнует эти вопросы. На самом деле, о чем вы говорите, техрегулирование, ИСО, стандарты, это все одно целое. Технический регламент, как я говорил, он состоит из требований к процессу, как все это должно происходить, то есть количественным показателям к тому или иному этому. И к нему методики проведения испытаний и плюс список стандартов. ИСО – это международная организация по стандартам. То есть у нас есть международные стандарты, это ИСО, есть межгосударственные стандарты, это на уровне МГС, ну, условно говоря, на территории СНГ, да, и национальный стандарт. Это то, что принимается на уровне государства.
То есть в той части, где, допустим, уже, ну, давайте быть откровенны, есть научно-техническая база, допустим, в России, она намного сильнее, допустим, чем в Кыргызской республике, да, по каким-то. И те достижения, которые они показывают и делают в виде стандартов, то мы их можем принять у себя в стране. Я, как говорил ранее, для предприятий, которые требуются для их производства какие-то стандарты, у нас в стране принимаются как национальные стандарты. То есть, когда касается нескольких предприятий, ну, скажем, однотипных, и вот это все помогает им для производства, тогда существуют национальные стандарты. То есть это разные уровни, но это, опять же, требования. То есть в стандартах прописывается, что такое это. Я хотел бы обратить внимание на такую важную вещь, что в технических регламентах нет требований по качеству. Главное требование — это по безопасности. Качество — это конкурентные условия. То есть вы понимаете, да, можно завернуть в красивую упаковочку, да, там это, но важно, чтобы на этой упаковочке было прописано содержание продукции, что, как хранить. То есть, ну, вы видите, да, когда ходите на рынки, что там должна быть все прописано. Это информация для людей. Потому что очень важно. Есть люди, которые страдают аллергией, да, пищевой. И они должны видеть в составе этой продукции какая-то есть составляющая, чтобы они, ну, принимая пищу, у них там не случился какой-то шок. Поэтому есть вот эта важная составляющая, что есть требования по безопасности. А качество, ну, мы понимаем, это качество, оно настолько абстрактное понятие, что ее нельзя прописать. То есть мы понимаем, что в первую очередь мы должны преследовать безопасность. А качество, как я сказал ранее, это составляющая больше для конкуренции. Но, опять же, надо сказать, что продукция, которая безопасная, она уже в своем понимании, она имеет какие-то качественные свои свойства. Спасибо, Султан Алматович, за столь подробный ответ. Вот. Но, как вы сказали, вопрос безопасности товара, да, он может отслеживаться как по наличию информации на упаковке, допустим, товара, да, либо фактически, когда, соответственно, проводятся какие-то лабораторные исследования, да, на предмет там, безопасности товара и так далее. Это вот вопрос к обоим нашим участникам, да, Иван Дмитриевич, это к вам в первую очередь. Я завершил вопрос. Имеется ли достаточно лабораторий на сегодняшний день в Кыргызстане, да, которые могут отследить качество? Потому что, то есть, и когда вот завершится этап конечный, да, когда вот мы полностью будем, скажем так, упакованы в части вот лабораторного оборудования по всей республике? Ну, еще раз, действительно, вопрос интересный. Я хотел ответить часть на предыдущий, да, насчет качества. Значит, у нас есть такое понятие, да, то есть вот эти все стандарты, регламенты направлены на безопасность. Причем для нас, как потребителей, я вот как бы считал, что немножко отстает, как сказать, качество. Ну, в какой? Вот я пример приведу. Вот если сегодня в тетрапакет зальют кефир и напишут 2,5, а я замерю, а там окажется 1, то производитель не несет ответственности. Это называется, я вот как раз введение в заблуждение. Сегодня нету. То есть, если вы там нарушите какой-то этот самый по, как сказать, показателям дозировки каких-то вредных вещей, все, это вас там сразу закатает, так сказать. Но если предприниматель недобросовестный взял и, как сказать, все выполнил, сдал там анализ, но содержание у него, допустим, жирности в кефире будет 1, а он будет продавать его в упаковке 2,5, он за это практически не несет ответственность. Вот такая вот нонсенс такой вот на сегодняшний день немножко получился. То есть это должна быть уголовная ответственность или? Ну нет, так вот в том-то и дело, что она вот в понимании бизнесмена, понимании, как сказать, потребителя, это да, должна быть какая-то ответственность, а ее сегодня нет. Хотя ответственность за нарушение тех регламентов очень серьезная. И в этом, как сказать, мы уже преуспели.
Насчет лабораторий, я хотел бы, конечно, чтобы вы этот адресовали вопрос все-таки госвласти, потому что я, значит, читая договор о присоединении, читая переходные эти самые положения, я всегда ждал. И учитывая то, что были выделены российской стороной как раз конкретные финансовые средства для того, чтобы привести инфраструктуру, в частности лаборатории, в соответствии с требованиями всей территории ЕС, я ждал, когда, конечно, у нас появятся вот эти лаборатории, чтобы нашим предпринимателям не надо было, как сказать, никуда ездить. Сегодня не секрет, все знают, где дешевле. Если в России дешевле, оттуда берут сертификаты. Если дешевле, как сказать, в Казахстане, берут оттуда. Ну вот сегодня у нас в кулуарах было немножко обсуждений, которые я не знал, я не хочу об этом говорить, я думаю, Султан Маматович об этом подробнее скажет. В принципе, то, что он сказал, для меня было очень интересно, но я хочу, чтобы он это озвучил для всех зрителей насчет лаборатории. Действительно, я вот хотел бы сказать, да, Иван Дмитриевич заметил, что средства выделялись как Российской Федерацией, и не только Российской Федерацией, но и Казахстаном, насколько я знаю. Верно, Да? Поэтому я думаю, людям полезно было бы знать, как расходовались эти средства, Ну, в том числе достигли ли они своей цели. Да? В первую очередь я хотел бы сказать, действительно, в рамках присоединения Кыргызской Республики к договору о ЕАЭС по доброй воле правительства Российской Федерации и правительства Республики Казахстан была выделена техническая помощь со стороны России и со стороны Казахстана. Ну, на сегодняшний день я хочу сказать, что процесс еще не завершен. То есть там необходимо сказать, что этот процесс немного затянулся, но это связано с тем, что шло согласование. То есть все те госорганы, которые вовлечены в данный процесс, они подавали свои технические заявки, то есть они согласовывали, что действительно ли заявленное оборудование оно будет соответствовать всем требованиям технических регламентов. То есть в этом процессе, этот процесс еще идет, он не завершен. Поэтому я хотел бы сказать, что по российской части, что по казахстанской, я имею в виду только в части технического регулирования. Как вы знаете, ратифицировали соглашение с Казахстаном по 100 миллионов. И вот буквально в августе, в конце августа был подписан детальный план по 41 миллиону, где уже согласованы суммы. И в ближайшее время уже начнется процесс отбора поставщиков. То есть этот процесс будет в соответствии уже с законодательством Кыргызской Республики. То есть это я хотел бы сказать о том, что многие считают, что деньги выделились, и они уже как бы потрачены, и как бы результата нет. Нет, на самом деле это скрупулезный процесс, это очень сложный процесс, потому что достаточно объемные, охватить надо очень многие лабораторные оборудования. В связи с этим шел процесс согласования. Но вот на сегодняшний день я хочу сказать, что с Казахстаном у нас согласовано и начнется процесс, так же как и с Россией. Что я хочу сказать, что на сегодняшний день у нас в реестр ЕАЭС, который признан распространяется информация, у нас включено 33 испытательные лаборатории и 13 органов по сертификации, то есть по техническим регламентам. Да, наша лабораторная база не все параметры пока охватывает в рамках технических регламентов, но я хотел бы привести достаточно успешный опыт решения со стороны Центра по стандартизации метрологии. Они по тем параметрам, которые не могут выполнять здесь пока до поставки оборудования, они заключили договор с казахскими коллегами. Это говорит о чем? О том, что предприниматель приходит, отдает в лаборатории Кыргызского центра по стандартизации метрологии, и все. То есть то мнение, что он поедет в Казахстан, уже нет. Это делает сам орган по сертификации. Он возит, привозит и выдает сертификат, который уже признается на территории ЕАЭС. Это, скажем, временная, но вынужденная мера, но она выступает в качестве поддержки наших предпринимателей. То есть после завершения
модернизации, до оснащения лабораторий, все эти операции будут делаться на территории Кыргызской Республики. И хотел бы еще раз сказать относительно цен. Ну, цены в Кыргызской Республике намного ниже. Привлекательнее. Да, намного привлекательнее для бизнеса. Это даже связано с тем, что, видите, многие лаборатории, они являются государственными, и, соответственно, эти лаборатории регулируются государством. А, допустим, в других странах там это частный бизнес, и как бы регулировать государство не может. Ну, я думаю, что в этом есть какой-то плюс для предпринимателей, именно когда регулирует государство свои. Можно, Данияр, добавлю два слова? Буквально Два слова. Значит, я вот тут целиком согласен, что все-таки правительство, Министерство экономики, как уполномоченный орган, очень этим занимается. И то, что, конечно, на сегодняшний момент вышли из положения тем, что такие услуги, так сказать, предоставляются вот органам сертификации, и я могу подтвердить, что цены, ну, не по всем позициям, но по большинству позиций в наших органах сертификации дешевле, чем в Российской Федерации, Казахстане и Белоруссии. Вот это я хочу подтвердить и надеюсь, что действительно после того, как мы будем весь спектр предоставлять услуг по сертификации, я думаю, что деньги уже будут поступать полностью в казну Кыргызской Республики, в наш бюджет, потому что мы тоже заинтересованы, чтобы денег поступало больше. Спасибо. Коллеги, спасибо. Наша передача, к сожалению, подходит к концу. Вот. И я хотел бы обратиться к нашим зрителям, среди которых, возможно, существуют и предприниматели, да, которые, может быть, еще не до конца осведомлены о технических регламентах, их требований. Вот. Вы в любое время можете обращаться либо к профильный государственный орган Министерства экономики за разъяснением, в нашу организацию, в ассоциацию таможенных брокеров Кыргызской Республики. Вот. Мы чем сможем, обязательно поможем вам. И хотелось бы добавить, да, действительно, ваш канал, наверное, не есть, а есть большинство предпринимателей. И то, что они через вас выходят, и вот вы можете действительно напрямую в Министерство экономики, у нас есть горячая линия 1220, по которой мы ответим на все интересующие вопросы. И я думаю, мы через вот ассоциации работаем в плане того, если возникают какие-то ситуации с неправомерным применением, если бизнесмен в белую работает, все документации, но имеются какие-то проблемы с другими органами стран-членов ЕАЭС, то мы готовы эти вопросы рассматривать уже на совете ЕК и говорить о том, что есть такая проблематика. Уважаемые зрители, спасибо, что были с нами. До встречи в следующий четверг.